Вся жизнь перед глазами пробежала. Своего второго сына Марина Звездеева ждала 12 лет. Мечта встретиться с малышом сбылась очень быстро. Мальчик родился намного раньше срока, весом всего в 580 грамм. Что пережила Марина, увидев крошечного ребенка в первый раз, трудно себе представить. И слезы были, и радость была, и все было. Иногда даже сейчас, вспоминая это все, бывает, слезы наворачиваются. И таких небольших детей весом до 1,5 килограммов только в 2016 году было более 100. С каждым годом число преждевременных родов только растет. Но благодаря усилиям врачей реанимации новорожденных все дети благополучно выписались домой. Всех тяжелых беременных женщин и новорожденных днем и ночью по мониторингу транспортируют в наше учреждение, наш единственный перинатальный центр по республике. За счет оперативной работы медиков в 2016-м в Якутии родилось почти 17 тысяч младенцев. Республика продолжает лидировать на Дальнем Востоке по уровню рождаемости и смогла заметно снизить показатель младенческой смертности. Смертность младенцев показывает, на каком уровне находится здравоохранение в субъекте. По статистике в Якутии выделяют 3 основные причины: врожденные пороки развития плода, болезни органов дыхания новорожденных и внешние факторы. Из-за последнего в Якутии погибает почти 20% младенцев. Для снижения младенческой смертности Всемирной организацией здравоохранения разработан целый комплекс мер. Современные врачи полностью ведут женщину, начиная от подготовки к беременности и заканчивая послеродовым периодом. В Якутии лишь немногие больницы смогли полностью реализовать этот комплекс и получить статус больницы доброжелательной к ребенку. За сложными формулировками стоит каждодневная работа с будущей матерью. Особое внимание уделяется грудному вскармливанию, ведь из материнского молока ребенок получает главные вещества для роста и развития. Первое молоко, молозиво, да, оно именно полезно для ребенка, для иммунитета, повышения иммунитета, также снижение заболеваемости инфекционных болезней идет у нас. Ну, видите, какой он молодец. Вместе с ведением родов врачи стараются создать вокруг беременной женщины позитивную атмосферу, и это дает свои плоды. Более 50% рожениц Якутска приходят за вторым, а иногда и за третьим, и даже 4-м ребенком. И большая заслуга, наверное, в том, как они воспринимают сам процесс родов, да? Что их ожидает в это время, насколько настроен на то, чтобы они растили здоровое потомство. В условиях Якутии врачам приходится настраивать женщину на позитив даже в самых экстремальных условиях. Так произошло с Ириной Васильковой, которая летела в Якутск из Зырянки. Девочки-двойняшки решили встретиться с мамой прямо на борту летевшего самолета. Я никогда бы не подумала, что я буду рожать в самолете. И врачей нету, одна акушерка, все равно ей, наверное, было страшно, спасибо ей огромное, то, что она так все равно меня поддерживала там еще. Но за состоянием будущей мамы следят сегодня не только врачи. Современные женщины стали более ответственно подходить к процессу беременности и посещают различные курсы. Узнав, что она ждет второго ребенка, Оксана Благодатских решила записаться в школу будущих мам. Со вторым уже более осознанно идешь на это дело. Уже хочется более подготовиться, чтобы не было никаких неприятных ощущений. Но если с женской стороны информации более чем достаточно, то о состоянии мужчин говорят крайне редко. По мнению экспертов, уже с этого года необходимо заняться развитием андрологии и взять под контроль всех мужчин, начиная с подростков. Мы не просто, допустим, юношу посмотрели, какой-то диагноз у него выявили, где-то провели хирургическую коррекцию, да, а где-то обязательно начнем реабилитацию этих ребят и просто их, может быть, какое-то восстановительное лечение. Новое направление будет развиваться и в стенах перинатального центра республики. Объект находится на особом контроле большого количества структур. Здание готово почти на 75%. Уже объявлен конкурс на поставку медицинского оборудования. Заказчик направил нам авансирование 262 миллиона, которые позволят закупить инженерное оборудование и доставить его до апреля текущего года. Соответственно, это нам позволит ввести в запланированные сроки объект. Центр начнет свою работу до конца этого года. Одновременно с началом строительства Якутия занялась вопросом подготовки кадров. Кто-то уже проходит практику в республике, а кто-то в центральных больницах страны.
К 2017 году Якутия вместе с другими регионами Дальнего Востока впервые за 25 лет заметно улучшила свою демографическую ситуацию. Но по мнению экспертов, сегодня необходимо не только работать над здоровьем детей и родителей, но и улучшить социальную помощь, а также сделать современную медицину доступной для всех жителей республики. Анна Лебдинская, Роберт Набиев, Вести, Покровск, Якутск.